ГСП онлайн. Городские новости сейчас. В Ухте с рабочим визитом побывал министр труда, занятости и социальной защиты Илья Семяшкин. Чиновник рассказал о планах своего ведомства на ближайшее время. Первым вопросом обсуждения стала программа «Доступная среда», нацеленная на социализацию людей с инвалидностью. В 2017-м на нее выделили 30 миллионов рублей федеральных средств. Это только софинансирование программы, как минимум столько же должен вложить регион. Потратить деньги на оборудование социально важных объектов – дворцов культуры, больниц, дорог. К сожалению, эта программа не решит проблем отдельных семей. К сожалению, программа «Доступная среда» не входит и не входила, и не будет входить по-прежнему оборудование домов, в которых проживают люди с инвалидностью, для того, чтобы сделать их доступными. Это полномочия местных властей и местного бюджета соответственно. А еще нужно согласие собственников жилья, то есть всех соседей. Но, возможно, ситуация изменится. Я знаю, что есть в Государственной Думе закон, возможно, даже на каком-то чтении уже принят, чтобы вывести из компетенции общего собрания собственников вопрос установки пандусов, чтобы он не зависел от того, то есть человек с инвалидностью проживает, пандус ставится. Еще один актуальный вопрос – изменения принципа предоставления льгот. Теперь меры соцподдержки будут распределяться адресно и по уровню нуждаемости. Когда, с одной стороны, количество средств, которые выделяется в целом в стране и в Республике Коми на льготной категории, оно растет. Количество людей, которые являются малоимущими, тех людей, которые живут на грани бедности, тоже растет. То есть, соответственно, льготы, те средства, которые выделяются, они выделяются в большем количестве, но не туда, куда действительно, кому нужна помощь в первую очередь нашего государства. То есть каждой категории льготников будут выделены те, кто нуждается в социальных выплатах реально здесь и сейчас. Пока точной информации, кто же попадет под критерии нуждаемости, нет. Теперь регионы создают единый реестр льготников. Как полная информация будет собрана, принципы нуждаемости и адресности будут применены на практике. Хочется отметить, реформы не коснутся всех и каждого уже сегодня или 1 января 2017 года. Изменения будут проходить постепенно, возможно, несколько лет.